прям. Название моей истории: как я однажды совершила судьбоносный прыжок. Эта история произошла 25 лет назад, когда я решила поехать поступать, учиться в Якутск. Я уволилась с работы, с хлебозавода, собрала пошла на рынок, купила 2 китайские сумки, баулы, взяла зимние вещи, все собрала, чтобы не возвращаться, потому что я осознавала, что я не буду вот так вот туда-сюда ездить посреди учебного года. Решила я учиться на огранщика алмазов бриллианты по направлению, там целевое место отдавал УЛУС, управление образования. Все вещи упаковала, уволилась, документы собрала, в 4 утра приезжаю на причал, а там 500 мавзолей, к дебаркадеру не добраться, стоит обычный трамвай вместимостью 60 человек. Я не знаю, как тут был ажиотаж. Это август, 27 августа, это мой день рождения. Я беру эти тяжеленные баулы, я мастер-упаковщик, как будто они с кирпичами. Пошла напролом. Мне же нужно, а оказывается, подхожу, еле как добралась до туда, а там садят только с билетами. А я никогда вперед не смотрю, мне нужно здесь и сейчас. Про билеты я вообще не подумаю. Я думала, приду, сяду вот так на свободное место и поеду спокойно в VIP-классом, бизнес-классом. Ну не тут-то было. Толкотня. И все переживают, кто сядет, кто не сядет. У всех мандраж. Студентов море. В основном это абитуриенты, кто едет поступать, кто уже учится 1, 2, 3, 4, 5 курсы, кто на практике был, семьи с детьми. В общем, я смотрю, картина Репина приплыли. И посадка идет так медленно, все толкаются, все хотят, все на взводе, все нервные, 4 утра. И все волнуются, ну а у кого это, есть там свободные места? Там же, наверное, есть свободные места. Ну, ракета не резиновая, ситуация накаляется, я про себя думаю. Там идет посадка, люди проходят со своими баулами, я думаю, ну что же делать, какой выход должен быть, я должна уехать, я уже уволилась, я уже документы, я мысленно уже уехала из Алекинска, почему и что я здесь делаю? Мне нужно там быть. Я беру, неважно, там есть у меня билет, нет, я как танк иду через эту очередь, стоит этот забор, вот от меня ракета вот в метре, да, на причалина, и пропускает, там они перелезают и заходят. И капитан в рубку чит, не надо сюда толпиться, все можете расходиться, ракета полная, не накаляйте ситуацию. И все на взводе. Я беру, он заводит мотор и отплывает. У меня вообще мозги закипают, как я не там, почему? Думаю, что делать? Тут же расстояние маленькое, я же могу кинуть сумки. А в чем дело? Я беру, кидаю, они такие тяжеленные. Кидаю, он отплывает. Сумка, конечно, падает в воду. Я через парапет туда прыгаю. Капитан, смотрю, он уже посидел там. А я все уже тут. Ну, и люди все смотрят, ну, сумки летят туда, эти китайские баулы, орут эти студенты, абитуриенты, по-якутски, по-русски, молодец! Ну, ракеты отходят, и я от них далеко-далеко, и он и все такие, все из причала мне кричит, молодец, как тебя зовут? Кто ты мой? Ты отчаянная! Я такая, у меня сердце вообще колотится, сейчас он что сделает-то? Он сейчас причалит и меня обратно высадит, еще тут рано радоваться и принимать поздравления. И ко мне эти подходят, сами-то в шоке, ну я же могла тоже туда в воду за этой сумкой. Пришлось им возвращаться, сумка-то моя упала, их спасать надо.
опять причалил, этот прыгнул. Ну, кто-то там, я не знаю, мне вообще было не до сумки, честно говоря. И эту сумку, конечно, достали, мокрая, там мунты, все, зимние вещи, шуба. И ладно, думаю, ну слава богу. И как на удивление, он говорит, мест нет, вы девушка. Я говорю, я сумку поставлю, я на сумку сяду. В чем проблема-то? Я вообще стоя могу до Якутска сказать. Мне все, я говорю, ну ладно, типа махнули, вдруг я опять буду прыгнуть, вдруг утону. И отвечать судебное дело, в принципе, да. И уже закончили, да? Да, концовочка уже. Ага, и что я хочу сказать? Что нужно верить в себя, использовать все шансы, идти до конца. Ну, конечно же, я получила образование, я закончила, у меня красный диплом. Верьте в себя. Да, верьте в до конца. себя. Молодец.